Канталат Айдарова – ответственная гражданка. Она своевременно вносит оплату за коммунальные услуги. Раньше для этого она ездила в почтовое отделение и теряла очень много времени как на дорогу, так и ожидая своей очереди. Почта находилась далеко от моего дома. Бывало, что в очереди люди ругались друг с другом, выясняя, кто был первым. Сейчас все очень легко. В одной квитанции несколько коммунальных услуг. Все понятно и быстро. Оплату проводит мой сын через сотовый телефон. Это очень удобно. Спасибо тем, кто придумал эту систему. С ноября прошлого года жители столицы начали оплачивать коммунальные услуги через систему единой оплаты. Она была внедрена мэрией Бишкека для того, чтобы облегчить процесс внесения оплаты за ЖКХ. Единая система оплаты предполагает объединение в один документ всех начислений. И водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение мы тоже предусматриваем, вывоз мусора, оплата услуг лифтов, пользование лифтов. Данная система удобна не только тем, что она включает все коммунальные услуги, но и облегчением способа оплаты. В нижней правой части квитанции рядом с итоговой суммой имеется QR-код. По нему можно провести оплату за один клик. У нас идет как единая квитанция. В этой квитанции все услуги расписаны и идет общей суммой можно оплатить. Ну, на данный момент можно и по отдельности оплатить. Внедрение на сегодняшний день уже более 50% горожан оплачивают при помощи единого QR-кода. Также единая система оплаты упрощает работу, экономит время и силы сотрудников муниципальных служб. Ведь раньше каждая служба по отдельности выписывала, а потом раздавала квитанции абонентам, то теперь этим занимается одна компания. Инспектора в неделю, в каждом месяце одну неделю занимались разноской квитанций. Ну, то есть были почтальонами. На сегодняшний день мы объединили все квитанции, то есть одну квитанцию, грубо говоря, вместо 5 служб уже у нас мы отдали в аутсорсинг, и сейчас на сегодняшний день это фирма Тестап, она занимается разноской. На сегодняшний день у части горожан возникли вопросы по поводу неточности данных, указанных в квитанции. В основном они касаются количества человек, прописанных в квартире или доме. Например, если раньше в одной семье за коммунальные услуги оплачивали за 3, то теперь за 4. Как отметили в Бишкек-водоканале, по этому вопросу горожане могут обратиться в любое из муниципальных предприятий. Насчет увеличения численности людей могут, которые я до этого перечислил, любая организация могут подойти, справку взять с МТУ или с квартального или домкома. Водоканал подходят, у нас там колл-центр есть, который принимает граждан. А номер телефона, короткий номер у нас 1533. По словам заместителя начальника Бишкек-водоканала, на тарифы по водоснабжению были внесены корректировки. Чтобы избежать вопросов перерасчета, он призывает горожан установить счетчики. У горожан некоторых возник вопрос, почему раньше столько я платил, а сейчас столько. Вот поэтому раньше 170 литров было, а сейчас 350. Соответственно, сумма увеличилась. Сейчас, например, где-то на одного человека 111 сомов платят. Из-за этого и на количество людей это суммируется, прибавляется, и людям как-то ощутимо это все показывается, это все. И из-за этого вот люди, наши горожане, и вот такие вопросы нам задают. И чтобы таких вопросов не было, я хотел бы им призвать, чтобы установили приборы учета. В будущем планируется полностью отказаться от бумажных счетов и перейти на электронный формат, что приведет к своевременному получению квитанций абонентами и будет иметь положительный экологический эффект. Аймерим Назарова, Мирлан Джанубеков, ЛТР Бишкек.